И сәнмесіз хөрмәтле дуслар, в эфире ваша любимая программа «Секреты татарской кухни». Программа для тех, кто любит вкусно поесть. Я с удовольствием представляю нашу гостью. Это победительница конкурса «Татармана», очаровательная, талантливая молодая певица Чулпан Юсупова. Каршалабыз! И сәнмесіз Чулпан. Здравствуйте. О, манда. Начальник, что это такое? Расскажи мне, пожалуйста. Это наш бардымский чак-чак. Если вы не знаете, Руслан, я из Бардымского района. Это Пермский край? Да, Пермский край, Бардымский район. Там у нас готовят вот такие вот чак-чак. Да, чак-чаки. Все, Бигзур Ахмед, заодно пермским татарам. Всем большой привет. Молодец, спасибо большое. А это вот я принесла вам свои диски. Чулпан Юсупова, Послушайте. Мехабет Сыры. Эй. Чулпан Юсупова, певица. Родилась 12 июля 1994 года в Бардымском районе Пермского края. Окончила музыкальную школу по классу баяна и вокала. Сейчас учится на кафедре искусств Казанского федерального университета. Является воспитанницей народного артиста Республики Татарстан, профессора кафедры искусств народов Поволжья Айдара Файзрахманова. Чулпан много выступает с сольными концертами в городах Республики Татарстан. Является лауреатом международных, всероссийских, региональных и городских конкурсов и фестивалей, таких как Энджебертекляры, Сандугаш Кирде Кунгилья, Джирлысым Киля, всероссийского конкурса «Звонкие голоса России». В 2010 году приняла участие в международном телевизионном конкурсе «Татармана», а в 2013 стала лауреатом национальной музыкальной премии «Болгар Радиуса». Чулпан, расскажи, пожалуйста, какое блюдо мы сегодня с тобой будем готовить? Мы сегодня будем готовить нашу национальное блюдо, можно сказать, Бардымского района. Это шанге с картошкой. Руслан, мы будем готовить шанге из пресного теста. Для этого нам понадобится теплая вода. Обязательно стакан теплой воды, сода немножко и подсолнечное масло и немножко соли. Ну и самое главное, мука. Да, обязательно. И можете мне подать, пожалуйста, посуду. А, где мы все это будем делать? Да. Так, держи, Чулпан. Спасибо. И подсолнечное масло. Да. Так, все у нас готово. И бисмилля это мы начинаем готовить шанге для пермских татар, вернее, пермских татар, вот так вот. А я сейчас буду делать пюре. Секундочку. Чулпан, расскажи, пожалуйста, откуда вот этот рецепт блюда, который мы сегодня готовим? Готовить шанге мне научила моя бабушка. У нас называют картани. Картани. Да, картани. С детства уже мы готовим вместе с ней разные вот блюда такие. Сюда ложим немножко 4 столовых ложек подсолнечного масла. В теплую воду добавляем. Теплую воду, да. А вот блюда пермских татар, которые нет в Татарстане, или вот они по-другому называются, можешь перечислить мне? Мы на свадьбу готовим такое блюдо гюбядия. У вас называется гюбядия, а у нас гюльбядия. Гюльбядия. Это как торт. Четырехслойный. Там нет ни черносива, ничего. Просто тесто, разного типа теста. И украшиваем как торт. То есть просто пермские татары, они более скромно живут, у них даже торт просто из теста. А здесь в Татарстане уже там и рис, и куряга. Ну ладно, мы готовим шанге и вот рассказывай, как тесто дальше делаем. Так, соль. Солим можно будет? Соль, давай посолим. Так. Давай посолю, сколько? Давайте. Я скажу, сколько. И немножко соды. Так, добавляем соды. В пюре можно положить 2 яйца. Ага. Обязательно. Какие мурка. Хорошо. Так. Раз. Берем. И кев. Отлично. Сливочное масло. Сливочное масло. Да, немножко. Примерно половинки. половиночку. Так. Отлично. Ну, а ты добавляешь уже муку, да? Да, я уже добавляю муку. Все смешиваем. И в пюре надо добавить еще теплое молоко. Молоко. Отлично. Чулпан, расскажи, пожалуйста, вот когда ты свою первую песню спела, можешь вспомнить? Я помню это. Это было, мне было 2 годика всего лишь. Хотя я не помню, это засняли. На видео? На видео, да, родители. Это был Сабантой у нас в деревне. Вот я там пела. То есть в 2 года? Да.
у меня уже судьба была решена. Почему? Потому что моя мама в прошлом работала в Государственной филармонии, именно Габдулла Тукая. В маму, значит, ты такая талантливая. Чулпан, ты знаешь, у нас такая традиция, когда приходят к нам вокалисты, всегда поют песни. Давай из тебя сейчас вот первая песня нашим зрителям. Давайте я вам спою татарскую народную песню «Шахта». Киде жаным, киде жаным, киде жаным, дан басқа шул ул кетейінді, дан басқа сөз бердік ташлашымасқа. Ул кетейінді, дан басқа сөз бердік ташлашымасқа. Ай, молодец, Бигзур Ахмед. Вот действительно, голос есть, значит, блюдо будет вкусным. Надо сказать, если много песен поем, в конце блюдо получается очень вкусным, таким Всё, всё энергетика время будет положительная, понимаешь? Все, тогда будем петь. Так, пюре, кстати, у меня готово, Чулпан. Тесто вот Всё. тоже сейчас будет готово уже. Сейчас я буду раскатывать уже. Значит, мы сюда, на доску, Выкладываем тесто. выкладываем тесто, да? Ну, ты согласна с тем, что вот многие говорят, самое главное в таких блюдах – это тесто? Да, я согласна. Или в Пермском крае самое главное – побольше картошки? Нет. Все блюда, во всех блюдах главное тесто. Чулпан, ну расскажи, пожалуйста, вот после того, как переехала к нам в Казань, где училась, вот, какие планы были, что получилось? Я учусь. Еще учишься? Да, я учусь в Казанском федеральном университете. Высшая школа имени Салиха Сайдашева. Преподаватель мой Айдар Файзрахманов Фатрахманович. Кстати, совсем недавно был тоже на кухне здесь. Да. Вкусно приготовил, красиво спел. Да, я видела, смотрю вашу программу. И я еще заочно учусь в юридическом факультете. И гастроли. У меня 3 раза был в Казани сольный концерт, 3-й год. Первый раз был в 17 лет. То есть в 17 лет у Чулпана Юсуповой уже был сольный концерт? Ну, если ты в 2 года начала петь, то нормально, в 17 лет уже сольный концерт. Ну что ж, тесто готово, сейчас мы будем его раскатывать и на кружочки, наверное, потом все это делить. Вот будем делать так. Можно ножик? Ножик сейчас. Пожалуйста. Спасибо. Мы разделяем на кружочки, да? Эту часть оставляем пока. Это вот так, да, вот так вот раскатываем. И потом, наверное... Да, вот так вот делим, чтобы одинаковые были, да? Вот так примерно мы делим. Это то же самое делаем? Да, то же самое Давай, будем делать. попробуй я. Давайте, Русана, вы попробуйте. Так, Чулпан, следи. Ты очень много участвовал в конкурсах. Давай вспомним, какие места занимала. 4 годика я здесь, в Казани, Сантуашкарды Кунгальге. После этого в 4 года, в 6 лет я тоже приехала Через каждые сюда. 2 года конкурс. В 6 лет я тоже приехала сюда с родителями. Жерлы Самкиля был конкурс. Там тоже заняла 1 место, лауреат 1 степени. Потом я уже погрузилась в учебу. Все, к 10 годам успокоилась, набрала подарков, думает, нет, все, надо учиться. Ну вот ты никогда не думал, что вот, это всего лишь для тебя хобби, петь я буду так, вот на конкурсах, что профессионально не будет это у тебя? Или все-таки родители говорили, Да. мама, Казым, будешь певицей, все будет хорошо, диск у тебя будет. С детства я вставала перед зеркалом, одевала там из платочка себе, делала платья и пела. И всегда объявляла: поет народный артист Татарстана Чулпан Юсупова. Вот такая сегодня у нас в гостях отличница, комсомолка, чемпионка Чулпан Юсупова. Молодец. И делаем мы сегодня с ней баранга-шанги, да? Да, шенге. Шанге из картошки. Да, вот сейчас будем Так, раскатывать. раскатываем. Так, да, давайте немножко вот так вот ее разложим. Бьем, да.
Ну и как все татарские девушки и женщины, когда раскатывают тесто, поют красивые песни. Давай, Чулпан. Şemdelerde güne utlar yana gül jamal jitgen kızlar kinderjip örliler ağır canı sügenlerinin Вот так вот раскатали наше тесто. Получилось у нас где-то 7 ровных кружочков. И сейчас мы будем делать формочки. Формочки, да. Покажи, пожалуйста, У как нас это делается. Это Давай я попробую, буду за тобой очень, повторять. очень такой Ответственный момент. ответственный момент, да. Вот так вот Защипываем. защипываем, да, То есть где-то бортик получается 1 сантиметр максимум. максимум, То есть он должен быть небольшой. да. Так. И это делается только у нас так, в Бардумском районе. И это делали наши бабушки. Вот не забываем мы древнюю татарскую кухню. В данном случае кухню пермских татар. Вот, у нас Так. получилось вот так, да. Вот такие у нас красивые формочки получились. Но это еще не все. Да. Рассказывай дальше. Вот, мы делаем, вот закругляем, то есть получается, да. Вот немножко касается рука нашей формочки. Я даже боюсь пробовать. И руками заправляем. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, вот почему ты поступила в федеральный университет? Самое главное для меня было попасть к Кайдару Файзрахманову, моему преподавателю. Почему? Потому что я была фанаткой Гузель Уразовой. Ага. А Гузель Уразова – это наша землячка с Казанского, из Барды, да. И вот я услышала, что она училась у Айдара Файзрахманова. И результаты налицо. Поэтому я настойно, Настойчиво? настойчиво вообще очень даже хотела попасть к Айдару. А кто вот из пермских татарин еще вот добился успеха у нас, можешь вспомнить? Маскут Имашев – это наш земляк, это композитор, заслуженный деятель искусств Татарстана и России. Рашид Ягафарова. Рашид Ягафаров – это фольклорист, журналист, писатель. Можно сказать, Маскут Абы и Рашид Абы, они построили мост Между Казанью и Бардой. Да. И мост продолжает работать и приносить нам такие таланты, как Чулпан Юсупова, Гузель Уразова. И я думаю, список будет с каждым разом увеличиваться и увеличиваться. Так, Руслан, давайте сейчас мы будем уже картошку Формировать наши шанги. Да. И для начала надо будет противень обязательно. Сейчас. И смазать маслом. Подсолнечным маслом. Подсолнечным маслом. Так, сейчас я все сделаю, а ты, пожалуйста, покажи нашим зрителям, как же делаются пермские шанги. Вот, мы берем, значит, готовые формочки, да, теста. Кладем пюре. Так. Так примерно, да? И вот руками вот так делаем. То есть мы здесь ложкой не размазываем пюре? Нет, просто вот ручками вот так. Вот видите, делаем. друзья, вот они секреты пермских татар. И, кстати, получается очень красиво. Вот, получилось. Молодец. Сейчас на противень давайте. Так, сейчас мы смажем. Чулпан, ты же не только вот на татарском поешь, да? Ты еще красиво поешь на русском, на английском. Давай продемонстрируй какую-то песенку, пока мы будем закладывать все. Давайте я вам спою песню. Эту песню я пела на конкурсе «Заря Европы». Это песня Юлии Савичевой, называется «Высоко». Высоко. Не забывай, помни меня, ты не один, навсегда со мной. Не забывай ночи без сна,
где мы с тобой. Я не одна, я улечу к тебе, я улечу к тебе на небо за звездой высоко. Тихий полет, это легко, не забывай. И хочется добавить, не забывай Пермский край. Молодец. Очень талантливая, очень красивая вокалистка Чулпан Юсупова сегодня готовит шанге. Итак, вот такие красивые шанги у нас получились, но Чулпан, я знаю, что мы еще не готовы отправить Да, это в не духовку. готовы. Надо будет еще смазать вверх немножко. Верхнюю шарик, да, часть? верхнюю часть, да. Немножко вот ложим майонеза, да. Вот примерно столечко. То есть такой соус сверху на картошку. Да. И И яйцо. одно, да? Одно хватит, да. Так. Все. Всё. Смешиваем. Смешиваем. Так, наш соус готов. И мы... Давайте сами попробуйте. Что надо. Да. Ответственное задание. Так. Немножко ложим Чуть-чуть, да? и мажем. Итак, мы смазали наши шанге смесью из майонеза и яйца и отправляем все это в духовку на 15 минут. Правильно. Открывай. Шанге с картошкой. Из воды, растительного масла и муки замесили пресное тесто. Тесто разделили на небольшие шарики и раскатали в тонкие лепешки. Края лепешки приподняли и защипали. Заранее приготовленное картофельное пюре разложили в подготовленные из теста формочки. Верх шанге смазали взбитыми с майонезом яйцами и поместили в духовку на 20-30 минут. Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И напоминаю, сегодня мы готовим с очаровательной татарской певицей, которая первую свою песню спела уже в 2 года. Это Чулпан Юсупова. Чулпан, прямо сейчас, пока наши шанги готовятся, мы с тобой быстренько научим наших зрителей готовить дурт-пичмак с курагой. Для этого мы используем дрожжевое тесто. Начинка у нас будет из кураги, но мы ее заранее уже отпарили, измельчили блендером, и вот такая у нас получилась небольшая смесь пюре из кураги. Туда мы добавим 2 ложки меда, немножко сахара, и все это перемешаем. А я пока буду делать Да, тесто. Тесто, в принципе, давай сначала раскатаем, потом я все покажу. Так, я добавляю мед. Чулпан, давай вспомним прошлый год, когда ты участвовала в национальной музыкальной премии Булгарадиуса. Этот проект мне очень понравился. Я там пела песню Аскара Усманова, музыка Аскара Усманова, слова Дани Ганитиновой «Кырказы». Чулпан, ну, конечно же, я попрошу тебя исполнить эту песню еще раз для наших телезрителей, которые не были на этом концерте. Музыка Аскара Усманова, слова Дани Ганитиновой «Кырказы». Поет Чулпан Юсупова. Сахраларға шығып хайраны қаладым, бір ялғызы елай қырқазы. Қойта уазылар болып ишетілі, қырқазының илау ауазы. Жиді қат көкілерді қосағышы, ярасыны қағыла көрмә бірік. Сахраларда сенде қырқазыдай бір ялғызың тұрып қалырсың көк. Сахраларда сенде қырқазыдай бір ялғызың тұрып қалырсың көк. Бір ялғызың тұрып қалырсың көк.
Молодец, Чулпан. Итак, тесто у нас готово, мы делим его на 4 части. Да. Давай, Чулпан. Ну и начинка тоже готова. Напоминаю, мы добавили туда немножко сахара и 2-3 ложки меда. На самом деле блюдо готовится очень быстро, потому что, в принципе, вот как у вас получились квадратики, сразу мы туда добавляем начинку и, естественно, защипываем, Края. получается, крест-накрест края. Давайте попробуем. И здесь самое главное не переборщить с начинкой, чтобы она не вываливалась. Вот. Итак, первый дурт-пышмак, видите, дорогие друзья, готов. Если ичпышмак – это блюдо с мясом с картошкой, то дурт-пышмак – такой вот татарский десерт. И таким образом давайте доделаем все остальные. Чулпан, расскажи, пожалуйста, вот у тебя какие планы на будущее? Вот закончишь институт, будешь работать юристом или все-таки останешься в татарском шоу-бизнесе, будешь писать песни, выпускать альбомы? Я, наверное, все-таки останусь в татарском шоу-бизнесе. Я так думаю. И если неделю я не выхожу на сцену, то я уже не Чулпан. То есть каждую неделю ты где-нибудь выступаешь? Надо выступать, да. Чулпан, мы тебе желаем творческих успехов, как говорится. Спасибо. Дай бог, чтобы все исполнилось. Будешь и юристом, будешь и вокалистом, как говорится. А у нас готовый дурт-пышмак, и мы тоже отправляем в духовку на 15 минут. Открывай. Подождем еще немного и попробуем оба наших блюда. Дюрт-пышмак. Для начинки размягченную курагу измельчили блендером. Добавили полстакана сахара и 2 столовые ложки меда. Заранее приготовленное дрожжевое тесто раскатали на небольшие лепешки. В середину каждой лепешки положили начинку, края теста приподняли с 4 сторон и защипали таким образом, чтобы получился открытый квадратный пирожок. Дурт-пышмак выпекали в духовке 25-30 минут при температуре 180 градусов. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, заходите в группу программы ВКонтакте. Буквально на днях в нашей группе мы определили победителей конкурса, объявленного в одной из прошлых программ шеф-поваром волейбольных клубов «Зенит» и «Динамо» Альбертом Султановым. Призы от любимых волейбольных команд получили Арина Иванычева и Гульнара Сайданова, которые первыми прислали правильные ответы на вопросы викторины. Очень быстро пролетели 20 минут, и за это время мы накрыли наш замечательный чайный стол. Здесь есть и чак-чак, здесь есть и шанге, и наш дурт-пышмак. Все это мы прямо сейчас будем пробовать. Чулпан, ура! Ну, чай. Так. Чай. Итак, давай попробуем шанге. Так. Кулна пшера, осторожно, горячо. Ну, можно, конечно, туда кусок мяса положить. Можно. Давай, бисмиллахи-рахмани. Чулпан, ну, что могу тебе я сказать, да? Во-первых, блюдо, мне кажется, понравится тем, кто вот рос в деревне, например. Я тоже часто ездил к бабушке, и вот такие наподобие, у нас называется это пяря-пяч. Мы тоже очень готовили, они прям с печки, когда такие были горячие, сочные, вот прям как сегодня. И я их любил всегда запивать настоящим деревенским молоком. Поэтому ставлю тебе 5 пермским татарам за этот рецепт, тоже 5. Молодец. Спасибо. Бигзур Ахмед. Получилось, Ну, тебе-то сам как? получилось как у бабушки, как у Хартени. Прям такой же получился. Один в один. Один в один. Остается сейчас попробовать дурт-пышмак. Там у меня было вкусно. Очень даже. Я такое не ела. У нас такое не готовят. Вот, а такое готовят в Казани, поэтому приедешь на родину, в Пермский край, и вот расскажешь. В принципе, на любителю сюда можно добавить и чернослив, ну, можно мелко порезать лимон, поэтому будешь экспериментировать дома. Улыбишься. Готовьте с нами, дорогие друзья, только самые лучшие татарские блюда. Чулпан, хочется сказать тебе еще раз большое спасибо за такой шикарный стол, за твои подарки, за твои песни. От нашей программы мы желаем тебе только творческих успехов. Алла Верса, радуй нас, радуй татарский народ красивыми новыми песнями. Спасибо большое. Ну и, конечно же, хотелось еще в конце небольшой подарочек. Давайте я вам тогда спою башкирскую народную песню «Эль-Малик». Ой, Эль-Малик, ой, Эль-Малик, Эль-Малик, tetun kimmedik, elle yeşiller.
Әллә юләрлек үткән гомер көйләрне без сизмәдек. Аппак микән, йомшак микән җаныемның куллары, салават күпер кебек аның йөргән юллар. Ак шабатта кыек, шабатта башы кыек, сызып киткән кара мыек. Ничек үбәрсең кыек? Чулпан Юсупова и я, Руслан Шарпутинов, сегодня старались и готовили только для вас. Смотрите нас каждую неделю. Слава Богу, Дуслар. Пока-пока. Мы готовим на кухнях Белоруссии. Высокое качество и современный дизайн при доступной цене.